Во время вчерашнего разговора с Шеварднадзе он заявлял мне, что не может быть и речи о вводе войск Госсовета на территорию Абхазии. Тем не менее, сегодня агрессия совершена. В этот трудный для нашей Родины час я обращаюсь к каждому ее гражданину, какой бы он национальности ни был, встаньте на защиту Абхазии. В таком единстве мы непобедимы. Мне было 19 лет до войны. Вот, я работала. Ребенок у меня маленький был. Ездила к ребенку, приезжала в Гудотах, работала в деревне, в Блабурхах жила. Мое родное село – это Блабурхово. Там жил мой отец, мать, братья, двое братьев и сестра у нас двое. Младший брат у меня умер, остались нас трое. И мой ребенок с ними находился в доме в деревне. Я работала в Гудаутах, а у меня бабушка в Гудаутах жила, мамина мама. Я и там оставалась, приезжала, по выходным домой ездила, так ездила, работала, одним словом. Вот первую зарплату получила 80 рублей, тогда деньги были, или 80 копеек, 80 рублей. Что-то такое было, не помню. Первую зарплату получила, я обрадовалась, бегом домой поехал. Никогда не забуду. Мама первую зарплату принесла домой. Веселая жизнь была. Все интересно было раньше. Война, когда началась, вот я в Гудаутах была, помню, как сегодня, вот никогда не забуду, это первые самолеты влетели, самолеты были. Мой папа приехал ко мне, папа говорит, давайте собирайтесь, говорит, все, говорит, в деревню, говорит, ехать. Я говорю, папа, что случилось, что ты не видишь, говорит, автобусы проехали, говорит, в Гагру, говорит, вооруженные, говорит, люди, говорит, с Грузии приехали, говорит. Напали, говорит, на нас, говорит, а вы что, говорит, давайте собирайтесь, идемте, мол. Папа, ничего не бойся, не переживай, все нормально. Нет, говорит, ты должна поехать домой в деревню. Я говорю, пап, не бойся, я говорю, ничего не будет, я говорю. А там военкомат, где вот Черноморец раньше, вот, я помню прекрасно, там один снаряд, бомбежка была, и когда вот все начали пугаться там, в Гудаутах, а потом кто куда уехал, кто что, короче, все дома побросали, все, испугались, по деревням уехали, почти, кого я знала. Потом уже наши ребята начали одеваться, уже вижу, что военная подготовка, уже война начинается, вот поехала домой, со всеми распрощалась. Распрощалась в смысле как? Пап, я говорю, может, скоро не увидим, не вернусь, может, домой, я говорю. Если что, я говорю, пап, я говорю, все нормально, за меня, я больше всего за папу переживала все время. Потому что папа для меня был все, я даже не знаю. Я говорю, не переживай, я говорю, ты почему, говорит, так говоришь? Я говорю, папа, не знаю, что будет, посмотрим, я говорю. Может, я говорю, войны не будет, я говорю, может, все будет нормально, я говорю, не переживай. Папа бедный, я помню, как сегодня у него была двухстволка, вот эту двухстволку патроны набрал, все, он сидел, вот эти патроны заправлял, все, чтобы боеприпасы, чтобы иметь. А он в охране работал у меня. И он каждый вечер туда спускался, поднимался, а там же у них охрана была. И кто что смог оружие. Там даже, я даже помню, сегодня топорами ребята стояли на этот самый. Потом как-то я уехала, собралась и уехала в Гудауту. Уехала в Гудауту. И что-то ребята наши все ушли. И что-то вижу, что возле меня штаб был. И я постоянно смотрела, там то приезжали, то уезжают, то приезжают, то уезжают. Что-то мне не нравится. Потом я уже вижу, что и девочки пошли на войну. И я как-то уже не по себе. Я тоже хочу, я говорю, я тоже пойду. Это для меня как будто игрушка была. Она, ты что, с ума сошла? Домой иди, мол. Какой домой? Я говорю, вы что, там помощь нужна им, я говорю. Как это так, я говорю. Там одного раненого привезли, там второго привезли раненого. Я уже в шоке. Я уже переживать начала. Ты, говорит, еще молодая, говорит, ты даже не обстрелянная, мол, какой, говорит. Нет, говорит, ты что, ты ничего не знаешь. Я говорю, все потихоньку узнается, я говорю. Меня выгнали со штаба. Приморский штаб был. Там был Дурипшинская бригада, кажется, если не ошибаюсь. И там ребята были, я сейчас как сегодня помню, там был гумбовцы ребята. И я говорю, мальчики, я говорю, ну что вы там? Я говорю, как вы, что вы? И Алян говорит, война началась, все, война идет, короче.
О, Дима, я говорю, я поняла, ну что-то, я говорю, может, где-то моя помощь нужна будет. Я говорю, ты что, тоже начали меня отвергать. Мол, домой иди. Ора, какой домой? Я говорю, мне тоже надо с вами. Я говорю, возьмите меня с собой, я говорю. Нет, ты не пойдешь никуда. А родители были в курсе вашего решения? Ничего не знали они, вообще ничего не знали. Я вот приехала с Гивиком, Гумба, там был Гиви Гумба, Дима Гумба, да многие ребята были, очень много. Сейчас я не могу называть их, не помню, я всех знаю. И я с ними уехала, а там был сильный обстрел, между прочим. Когда я первый, что такое обстрел, не знала, во-первых. Даже не попадалась, слышала, что где-то стреляют, но и там снаряды уже лететь начали, уже к берегу подъезжали, обстреливали, уезжали. Такое положение было, что я уже сама начала бояться иногда. Я говорю, что страшно? Я говорю, нет, не страшно. Если вам не страшно, мне тем более не страшно. Я сама держалась. Неопытная не была, ничего не знала. Знала, что что-то надо делать, что-то помогать надо кому-то. Хотя бы что-то, кого-то притащить, кого-то утащить, хотя бы что-то, перебинтовать кого-то. Мне интересно было, что там внутри происходит, где мне интересно, где стреляют и что происходит. Мне это вообще не понимала ничего же. А потом уже поздно было. Но вас долгое время никуда не принимали, получается? Почти да. Вот я месяц ровно побыла в Нижних Иширах, потом с Иширы Гудерский батальон был. С Мгудерховским батальоном с Сухума до аэропорта мы вместе были. Сейчас в Мгудерхах у них не было вообще девочек, ни сестры, никого не было, даже у них никого не было. Там мой сосед был, Лосаря Зураб был. Я говорю, я с тобой, я говорю, пойду, я говорю, ваш батальон. Ляна говорит, твои родители, говорит, знают, говорит, я говорю, молчи, я говорю, никому ничего не говори, я говорю, как, говорит, если с тобой что-то случится, потом что? Я говорю, все нормально, не переживай, я говорю, я за это отвечаю. Вот я уехала, даже мама и папа не знали, где я находилась в это время. На самом деле, это ужасно было, тяжело было очень. Вы не представляете, как это все было у меня. Это, я даже иногда говорю, елки-палки, вот что-то случилось бы со мной. Приехала я домой, привезли меня ребята домой, прямо в деревню. Привезли, у меня ботасы были тряпочные, и они у меня порвались, ободранные, ну, такие разодранные. Грязный, ободранный. Я приезжаю, в форме я приехала прямо домой, в деревню. Они меня прямо увезли домой и оставили в деревне. Я приезжаю в форме. Папа спрашивает, Ляна, Лика зовут, мне звали, меня, ну, зовут детское имя, меня Лика. Лика, это что такое, говорит папа мне. Я говорю, что папа, я говорю. Все нормально, папа, не переживай. Я говорю, ты что? Ты что, говорит, где ты находишься? Я говорю, нигде, папа, дома. Я говорю, приехала, с куда ты? Как ты, говорит, посмела, говорит, ты меня ничего не сказала, как ты могла такое сделать, говорит, ребенка оставила, куда, говорит, ты пошла. Я говорю, папа, я со своими братьями, не переживай, я говорю, все нормально, я говорю, наши братья, мои соседи, ну, соседи наши были все, мы своими братьями, я говорю, там, я говорю, не переживай, это со мной находится, если что, я говорю, папа, я говорю, если меня не увидите, через них новости, может, если будут приезжать, я говорю, новости будете слышать. И я приехала, чтобы поменять вещи свои, представляешь? Я когда приехала, мама говорю, мама, у моей сестры там есть, я знаю, ботасы, где-то стоят кеты, я говорю, я хочу вот эти кеты взять у нее, она меня не убьет. Я взяла вот свои старые, бросила, сестре одела и уехала, я помню, как сегодня, я никогда не забуду. Где я жила, ребята находились, братья были двое, Джопа Сатби был бедный. И его брат был Хата Джопова. Он на руках у меня умер. А Хата депо работал там. Они дежурили там. Не депо, а береговая охрана. Я извиняюсь. Они там дежурили, охраняли берег. Я говорю, вот так на Восточный фронт записывать. Я говорю, где вы, в каком? А там в селе, в деревне, я где живу, там Бессора близко было. Я говорю, это деревня, я знаю, слушай. А там штаб был ихний. Там Лакут Чантович Заранде командовал. Я тихо-тихо собралась и поехала туда. Так он на меня посмотрел. Домой давай быстро, говорит, ее гоните быстро. Я говорю, нет, какой домой? Я говорю, вы что, с ума сошли? Я говорю, как домой? Я говорю, домой не вернусь. Я говорю, хоть что хотите делать, я все равно с вами поеду. Нет, я ее не беру, отказ. Полный отказ, Лакут уже все.
Я говорю, какой отказ? Слушай, я говорю, подождите, я говорю, я все равно свою сделаю. Там девочка была, Ирина Кукускиря, девочка, Паска тоже. Ребята, говорит, Лян, говорит, Ира, говорит, к тебе девочка потянет. А я, тем более, они уже там на учение ходили. Там им показывали, перевязки делать, там всякие, уколы делать, в принципе, делала. И я приехала, вот записали меня, уже все, я капитально, я уже нахожусь в Восточном фронте уже в группе. Мне дали форму, а мне дали оружие, мне даже удостоверение. Все, я как официально уже записалась. Сижу одета, и все, и командир подходит к нам. Эта девочка, кто разрешил, говорит, вам, говорит, выдать ей оружие, ну, подобное. Короче, ты, он ребят выбирает. Поехали, сели домой, к ней домой, к родителям. Опа, это для меня катастрофа была. Пата Джуко был, Дамья был, Пшивава Резу был, Царство Небесное. Ира Кукускиря была. Я и все в форме, и все одетые. И мы приехали домой ко мне в деревню. Мы подъезжаем к дому, спускаемся, и все выходят, все вооруженные, все в форме. Папа выходит, мама выходит, ребенок мой там. Все в шоке. Мама кричит уже, вау, это что-то, и эти ребята, короче, такие веселые все, пришли домой, папа бедный, что мог там, вино, чача, ну, короче, стол накрыл, хлеб-соль. Вижу, что папа душа, вот, я маму как-то успокоила, как-то мама, я говорю, не переживай, что если с тобой что-то случится, говорит, хочешь и злой добавить, хочешь и в сухой, мам, все нормально, будет, я живы, здоровы, вернемся. И папа, ребята, все объяснили им, не переживайте, мы все вместе, мы живы, все будем, вернемся к вам обратно, мол. Тем же духом мы придем к вам обратно. Папа, вижу, что на глазах у него слезы, уже все равно отцовское чувство другое совсем к дочке. Мама как-то слезами может побороться, но папа вообще ужас был. В шоке был папа. Я говорю, ну, говорит, папа, говорит, если, говорит, она выбрала так, говорит, дай Бог вам здоровья, все живы, здоровы, чтобы вы вернулись, и все, чтобы вы здесь у меня были дома, говорит папа. Как раз в тот же день у нас отправка была, вот десант уже отправляли нас. После войны вы выполнили обещание? Да, мы приехали, мы были, ребята, кто жив был, кто был со мной, приехали, мы дома были у меня. 300 человек почти в барже находимся. Там был Рудик Хаш победный, Царство Небесное, как никогда не забуду его. Я все время со мной шутил, он такой пухленький был мальчик. Я говорю, Рудик, Бараляна, ты куда идешь, ты маленькая, ты самая молодая, ты зачем? Вернись, а баржа назад возвращается к ребенку своему. Я говорю, успокойся, все нормально, я говорю, не говори так. Слушай, ты не знаешь, куда нас ведут, говорит, на смерть, говорит, нас ведут, ты куда идешь, говорит. Я говорю, не говори так, я говорю, Рудик. Я говорю, все нормально, будем, мы все живы будем. Первый бедный, мы его потеряли. Зашли в школу, в Тамышах, и бой приняли мы в сгоревшем доме, там жил Заза Зантария, его дом. Зантарьевский дом, кажется, был. И вот мы бой приняли там вообще у нас ужас первый, вообще, когда первые у нас раненые пошли, Рудик был раненый первый. Его ранили, у него брат Сергей с нами был, тоже двое братьев были. Его когда ранили, у него тяжелое ранение было очень сильно. Я его кое-как перевязала, кое-как притащила, положила. Тяжело очень, говорить, в самом деле очень тяжело. Я его завязываю, руки, уже вижу, Лянга, береги себя. Он мне последнее слово, что он мне сказал, Лянга, береги себя, я тебя прошу, говорю. Я уже чувствую, что ему плохо. На самом деле уже, я говорю, все будет хорошо, я говорю, ты будешь жить, я говорю, ты не переживай, все будет нормально. Раненых много было, очень много было, убитых много раненых. Когда вот это все видишь, и не хочется никого, и не хочется ничего. Я иногда думала, елки-палки, для чего мы это мучаемся? Для чего наши ребята погибают? За что наши ребята погибают? За кусок земли. Тяжело очень было, очень тяжело. Я просто в то время молодая была, наверное. У меня еще другая, наверное, понятия были.
И ум другой, наверное, был, не знаю. Очень тяжело было. И девочки, мы все, в самом деле, Иришка моя, вот Ирка, она поддержала меня то очень сильно. Вот когда вот ребята начали, вот раненые пошли, она говорит, я говорю, я говорю, всех ребят, я говорю, жалко, Ира, что делать? Ляна, что делать? Ира, остальные, надо с остальными смотреть, ехать, идти надо туда и туда. Я говорю, я поняла, туда идти, ну, а эти умирают, я говорю, а там снаряды падают, где они лежат, даже вот где наши трупы лежали, там снаряды падают, там, ты представь, они лежат, трупы, я говорю, трупы их, опять снаряды падают. Мы их перетаскивали туда, перетаскивали сюда, там снаряды падают, куда только не заносили, везде снаряды падают. Я говорю, куда их девать уже, я говорю, а там вывести никто не мог. Там вечером только нам трактор дали, раненых вывозили только до вечера. Дай Бог, чтобы процветала наша Абхазия. Должно процветать. И я надеюсь, что все будет хорошо у нас. Самое главное, чтобы... Я что какой значит, что... Рыпсы закуртыз. Самое главное, брияхмыр пхашату, брио... Ахид зрахам тарата. Из рыпсы хакуртыз рыпсны. Шалайку рыпсны в самом деле. И тахаказ рыхдз ахмырдзыру.